Ландыш Мардановой сын инвалид. Ему требуются особые условия ухода. Однако она не может даже приготовить ему еды. Газа нет третьи сутки. У нас определенные есть проблемы со здоровьем. Нам нужна жидкая пища, то есть не в духовке, не сухомятку. Все началось с плановой проверки газового оборудования в многоквартирном доме. Во время контрольной опрессовки специалисты обнаружили утечку. Подачу топлива отключили. По словам соседей, хозяйка одной из квартир с февраля отказывается впускать специалистов для техобслуживания оборудования. Попасть в жилье не удалось и сегодня. Нет, вот опять нет доступа. Газовики подчеркивают, при выявлении утечки запускать систему без полного осмотра оборудования опасно. Но жители задаются вопросом, почему безответственность одного человека становится проблемой для десятков других. Жители всего Стояка оказались в заложниках. Мы исправно платим. Я волнуюсь за свое здоровье. Это не допускает квартира, которая находится надо мной. Сегодня соседи пытались убедить женщину пустить проверяющих. Газовая служба объяснила, что идет угроза взрыва. Упало давление в газовой системе. Ты как это не можешь понять? Ты угрожаешь безопасности не просто подъезда, а дома. Не я виновата. Не я. Я на себя эту вину не беру. Мы обращались в 112, обращались в УВД, но в УК нашего, но УК она говорит нет, в газовую службу. Газовая служба вчера прислали мастера, но она никого не пустила. У нее долг большой, 9 тысяч с лишним за газ. Пока коммунальные службы ищут выход из ситуации, жители продолжают жить в ожидании, когда в их квартирах снова загорится огонь. В этой истории люди оказались между требованием безопасности и коммунальным тупиком. Но отсутствие газа для многих уже давно вопрос не удобства, а элементарной возможности нормально жить.